Несколько дней депутаты Совета Инты не могли выбрать временно исполняющего обязанности руководителя администрации. В Приполярье прошло 6 чрезвычайных заседаний, на которых начальник правового управления пыталась доходчиво объяснить народным избранникам необходимость назначения в РИО главы, без которого городская администрация не может подготовить ни один нормативно-правовой акт. Соответственно, горожане не могут получать ряд муниципальных услуг и социальных выплат. Но разъяснительная работа с оппозиционно настроенными депутатами не привела к успеху. Не знающие устав города парламентарии демонстративно устраивали саботаж и не собирались вникать в суть вопросов. Проблемы, которые могут возникнуть в городе и как они отразятся на жителях Инты, к сожалению, этих депутатов не интересуют. Надо донести, наверное, информацию до жителей всего нашего города, потому что ситуация достаточно сложная, и мы 4 раза в течение 2 дней, сегодня и вчера, собирались с депутатским корпусом на экстренное, такое чрезвычайное заседание Совета города. Я работаю депутатом 9 лет. И впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Ситуация не столько сложная в плане того, что нам трудно собраться, абсолютно нет, а в плане непонимания друг друга. Я не хочу ни в коем случае обвинять своих коллег, просто очень хочется донести информацию до них и до жителей нашего города. Так сложилась нынешняя ситуация, что в городе нет руководителя. Город должен жить, город должен функционировать, должны приниматься решения, должны проводиться все намеченные мероприятия, то есть текущая работа должна идти вне зависимости ни от чего. И прежде всего, конечно, в городе должен быть руководитель или исполняющий обязанности руководителя администрации. И сегодня, как я уже повторюсь, такого человека в городе нет. Поэтому полномочия Совета назначить временно исполняющим обязанности одного из заместителей главы. Собираемся, как я уже сказала, 4 раза, понимания найти не можем, то есть несколько человек в нашем Совете саботируют данный вопрос, продвижение этого вопроса, то есть голосуют или против, или голосуют воздержавшись, или вообще не приходят на сессию. Нам необходимо 11 голосов, то есть мы набираем 10 за, и одного голоса не хватает для того, чтобы все-таки принять решение по назначению временно исполняющего обязанности руководителя, ну и, в общем-то, работать дальше. Что возмущает в этой ситуации и что сложно, то есть это не столько эмоции, сколько на самом деле очень сложный вопрос в каком отношении. Но, во-первых, как я уже сказала, руководитель в любом случае, в любом доме должен быть хозяин, да, то есть это первое. А второе, у нас на сегодняшний день заканчивается среда, у нас не подписываются документы в городе, не подписываются постановления, не подписываются распоряжения. То есть за этими распоряжениями, за этими документами стоят люди, ну, можно громко сказать судьбы, но тем не менее какие-то очень важные дела. Ну вот я могу привести такой пример, что вот я работаю в отделе образования, у меня на подходе выезд группы детей в детский оздоровительный лагерь. Постановление по выезду должен подписать, ну, или глава, или исполняющий его обязанности. На сегодняшний день документ не подписан. Я, конечно, не поднимаю общественность и не будоражу родителей, что мы не поедем. Мы в любом случае найдем возможность. Я очень уверена, что мы отправим детей в лагерь. Но ситуация очень тревожна. Во всяком случае, вот я, как исполняющий обязанности начальника отдела образования, я очень неспокойна в этой ситуации. Я знаю, что у нас военнослужащий, принявший решение, значит, отправиться на специальную военную операцию, должен был получить выплату от города и, значит, уехать на спецоперацию. Человек ждал, занял деньги и уехал. То есть мне, например, вот как депутату стыдно за то, что город не выплатил человеку положенные ему суммы. Я знаю, что у нас есть документы не подписаны в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть, казалось бы, конечно, может быть, не каждого индинца затрагивает такая ситуация напрямую. Но вот по мелочи набирается на самом деле очень много вопросов. И я очень прошу наших коллег, независимо от каких они партий пришли в Совет, вне зависимости от того, какие у нас могут быть разногласия, вот я считаю, что какая-то сложная ситуация должна объединять людей. Обязательно должны прийти на сессию, все-таки вникнуть, разобраться. Причем ведь мы предлагаем им, если они в чем-то не понимают, может быть, да, в значимости, они не работают в бюджетной сфере. К сожалению, вот из этих людей нет ни одного бюджетника, поэтому, возможно, они не до конца понимают. Я их в этом нисколько не виню, но мы предлагаем собраться,
проговорить, все вопросы выяснить, то есть что не устраивает, какие предложения могут еще внести. Но вот на сегодняшний день, вот время 6 час, мы собирались в 17 часов после рабочего дня еще раз на сессию. Сессия снова закончилась ничем. Не все депутаты знают, что на чрезвычайной сессии подлежат рассмотрению только те вопросы, для решения которых она созывалась. Один из парламентариев настойчиво продолжал выносить на каждое заседание вопросы и предложения, не основанные на каких-либо законах и нормативных документах. У нас чрезвычайное заседание, мы на чрезвычайное заседание выносим вопросы о жизнеобеспечении города. Вот эти вопросы, которые предлагает включить Олег Викторович 4-й раз, они какое сегодня, как мешают функционировать жизнедеятельности города? Олег Викторович. Мне вопрос, что ли? Да, вам вопрос. А как мешает функционировать городу отсутствие зарплаты, там, либо еще что-то? Почему? Мы говорим о том, что мы назначаем временно исполняющего обязанности главы городского округа. Отсутствие главы городского округа сегодня на территории, я вам объясню, мешает функционированию всего города. Я поясню. Значит, я не знаю, почему вы не договели это до депутатов, но в результате чрезвычайных происшествий и так далее у нас есть такое положение еще о создании чрезвычайной комиссии, которая принимает чрезвычайные решения. Эта комиссия входит в нее там силовые структуры, власти, представительные, наверное, исполнительные, там любые. Вот. То есть и эта комиссия, это как раз комиссия, она и имеет право там назначать, принимать и решать вопросы, которые связаны, как вы говорите, с жизнеобеспечением города. К сожалению, депутат не понимает, что чрезвычайная сессия и чрезвычайная ситуация – это не одно и то же. Режим ЧС вводится, когда случается какое-либо бедствие, и оно представляет большую опасность для людей, природы или имущества. Это может быть авария, катастрофа, эпидемия, опасное природное явление и так далее. Вы сказали, мы не можем там, не знаю, как пособие сиротам выплатить. Там какие-то деньги еще, СВО, солдатам там, и так далее. Да. А жизнеобеспечение города в чем при чем здесь? Потому что эти сироты и участники, это не жизнеобеспечение и участники, они являются жителями нашего города, и для того, чтобы они могли комфортно проживать в тех условиях, в которых они должны проживать, мы должны издавать нормативные акты. Хотелось бы обратить внимание, опять же, на тех же наших бюджетников, которые ждут на следующей неделе авансы, и, собственно говоря, не за горами уже и начисление заработной платы. Тоже документы могут зависнуть, это ни в коем случае нельзя допустить. Надо не забывать, что мы подходим уже к вторая половина августа, и не сегодня-завтра начнется готовиться к отопительному сезону. Документы все тоже должен был подписывать в РИО главы. Вот тоже человека нет. У нас еще не все бюджетники отгуляли свои летние отпуска, поэтому мы знаем о том, что у нас есть руководители образовательных организаций, которые ждут согласования, заявления по отпуску. То есть вот такие вещи, конечно, люди ждут, люди надеются на нас, и поэтому, конечно, я призываю наших коллег все-таки пойти навстречу городу. Изо дня в день одно заседание за другим, и все безрезультатно. Депутат-оппозиционер продолжал устраивать саботаж и вводить в заблуждение нескольких своих коллег, не знающих устав города и не понимающих сути происходящего. Уважаемые депутаты, вашему вниманию представлен проект решения Совета муниципального округа НТА Республики Коми о назначении временно исполняющим обязанности главы муниципального округа НТА Республики Коми руководителя администрации. Руководствуясь частью 5 статьи 40-131 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, частями 5 и 6 статьи 37 Устава муниципального округа НТА Республики Коми, предлагаем назначить с 15 августа 2024 года временно исполняющим обязанности главы муниципального округа НТА Республики Коми, руководителя администрации, первого заместителя руководителя администрации муниципального округа НТА Республики Коми Николаева Григория Ивановича до отмены оснований невозможности исполнения обязанностей избранного главы муниципального округа НТА Республики Коми, либо до вступления в должность вновь избранного лица главой муниципального округа НТА Республики Коми, руководителя администрации. 15 августа на 6-м по счету чрезвычайном заседании Совета депутатам удалось прийти к консенсусу. На должность временно исполняющего обязанности главы округа назначен первый заместитель руководителя администрации Григорий Николаев. Все присутствующие на сессии 12 депутатов единогласно его поддержали. В
течение месяца должно быть завершено обустройство сквера на нечетной стороне улицы Кирова между домами 27 и 29. Подрядчик выполнил большую часть работ. Разбил территорию, очистил ее от деревьев из старых, уже вросших в землю бетонных конструкций, установил ограждение по периметру и 7 столбов освещения. На сегодняшний день работа по благоустройству сквера выполнена примерно процентов на 60. То есть установлены опоры освещения в полном объеме, светильники, то есть они уже работают, как бы исполняют, скажем так, свою функцию. Осталось доложить тротуарную плитку. Все, как бы, этот весь материал завезен, все это есть в наличии, то есть как бы проблем с этим нету. Ну и, соответственно, осталось еще доставить скамейки и урны. Будут такие своеобразные скамейки с крышами, ну, как не с крышами, а с навесами от солнца. Ну, будет шикарно и красиво. Вот, значит, размечена территория, выкорченный ивняк, выкорчен старый, тут, видать, был какой-то сквер в свое время, давно. Бетонные конструкции, конечно, очень сложно это все нам далось, с таким прямо аж тяжело. Вот. Ну ничего, как бы справились, все хорошо, все замечательно. Также не просто было доставить в город все материалы для проведения ремонта. География поставщиков обширная. Киров, Ижевск, Екатеринбург. На объекте задействовано 7 специалистов. 4 занимаются обустройством сквера, 3 электромонтера. Так как в рамках этого же контракта необходимо было установить столбы освещения вдоль тротуаров улицы Кирова. Было установлено, значит, 31 опора освещения. Кроме сквера, здесь установлено 7. На этой территории установлены остальные по улице Кирова. Значит, от Старой площади, площади Комсомольской, установлены в сторону музыкальной школы. Территория освещена, тротуар, зона тротуарная освещена. Уже работает, можно в вечернее время посмотреть хорошо. В принципе, я проходил, смотрел, все это замечательно. Стоимость работ чуть менее 5 миллионов рублей. Работы выполняет местная организация. Приступили они в июне, как только в Инту пришла теплая погода. И если она же не подведет, то работы, по словам подрядчика, будут выполнены в срок. В Интинской центральной городской больнице продолжаются капитальные ремонты. Масштабные работы ведутся в бывшем здании противотуберкулезного диспансера. Сначала здесь была отремонтирована кровля, затем строители приступили к реконструкции 2 и 3 этажей, общей площадью порядка 730 квадратных метров. По словам руководителя подрядной организации, выигравшей аукцион, основная часть работ по перепланировке помещения, установке новой системы отопления, водоотведения, электроснабжения, вентиляции уже выполнена. Установлено 40 пластиковых окон и 55 дверей. В ближайшее время объект будет сдан. Контрактом предусмотрены работы по капитальному ремонту общестроительных конструкций, возведению перегородок, системы вентиляции в полном объеме, системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, устройство медицинских потолков по системе Clip-In, что вы можете видеть. Вот. Материалы, которые используются, они предназначены исключительно для медицинских учреждений. То есть есть требования к стираемости краски, должны быть моющиеся потолки, вот, и легко обрабатываемые поверхности. Объем работ достаточно большой. Стоимость контракта по капитальному ремонту 2 этажей составляет около 40 миллионов рублей. Строительная бригада в составе приезжих и местных квалифицированных электриков, монтажников и отделочников трудится на данном объекте почти полгода. Работы близятся к завершению. Осталось устранить выявленные недочеты и установить автоматическую систему пожарной сигнализации. Ремонт начат в феврале месяце. Вот, большая часть уже работ выполнена. Остались, мелкие работы, самые противные, вот такие сложные. Вот. С подрядчиком общий язык находим. Периодически замечания им выставляем. Оперативно выполняют эти замечания. Работы ведутся.
Надеемся, что в ближайшее время завершатся. В данный момент работы выполнены на 90%. Сейчас идут работы по устранению мелких недочетов, на которые нам указал заказчик. И предстоит работа сейчас по устройству системы автоматической АПС. Напомним, туберкулезное отделение, располагавшееся в данном здании, было закрыто 14 лет назад. С тех пор пациенты с активной формой болезни направляются на специализированное лечение в другие города Республики Коми. Здание очень долгое время никакому ремонту не подвергалось. Это можно будет увидеть на 4-м этаже, потому что 4-й этаж данного здания не ремонтируется. В прошлом году на данном здании был сделан капитальный ремонт кровли, как начало работы, и после этого уже приступили к выполнению внутренней части. То есть на 3-м этаже у нас будет располагаться ПЦР-лаборатория, на 2-м этаже бактериологическая лаборатория. А работы планируем завершить в течение месяца. Уже совсем скоро в светлых отремонтированных помещениях на 2-м и 3-м этажах бывшего тубдиспансера откроются современные диагностические лаборатории. В этом году планируется открытие ПЦР-отдела Объединенной диагностической лаборатории на базе бывшего туберкулезного диспансера. ПЦР-диагностика основана на высокоточных молекулярно-генетических методах, что позволит выявлять различные заболевания наследственные и наследственные не только в острой и в хронической стадии, но и на стадии клинических проявлений. Очень важна ПЦР-диагностика для гинекологии и урологии в выявлении урогенитальных инфекций, передающихся половым путем. В настоящее время ведутся ремонтные работы по ПЦР-диагностике, поэтому надеемся и ждем. Обращение к горожанам. Мы часто сталкиваемся с гриппом, ковидом, гепатитами, ВИЧ-инфекция. Это то, что на слуху у горожан. Поэтому им никуда не надо будет выезжать. Все исследования по ПЦР-диагностике будут производиться в ИНТЕ на базе Объединенной диагностической лаборатории. Медицинские работники и пациенты Центральной городской больницы с нетерпением ждут завершения ремонтных работ и открытия в нашем городе диагностической лаборатории. Многие исследования анализов теперь будут проводиться в ИНТЕ. Во Дворце культуры и техники полным ходом ведутся ремонтные работы. Учреждения культуры готовятся к новому творческому сезону. В этом году мы продолжаем делать ремонт в мужском туалете. В прошлом году из республиканской субсидии, выделенные на ремонт санитарных комнат 1-го этажа, остались деньги, которые в этом году мы реализуем на замену отопительной системы, холодного водоснабжения и тепловой системы. Проблема была в том, что все эти трубы проходили по мужскому туалету над полом и создавали препятствия для эвакуационного выхода. Поэтому мы решили продолжить эти ремонтные работы в этом году и заменили вот эти трубы на другие, новые, современные. Хорошо, что мы это сделали, потому что те уже находились в не очень хорошем состоянии, и утопили их в пол. Поэтому первая часть ремонтных работ закончена, трубы сделаны, прошли промывку, опрессовку, они нормально все выдержали. И сейчас мы приступаем к восстановительным работам для того, чтобы вновь уложить плитку и все привести в красивое состояние, которое было в прошлом году. В мужском туалете произвели замену инженерных коммуникаций и модернизацию системы отопления и холодного водоснабжения. На эти цели было выделено около 450 тысяч рублей. Работы выполняла местная подрядная организация. Специалисты уложились в месяц. За это время были полностью заменены трубы. При монтаже их утопили в пол и в дальнейшем при ремонте зашьют в короба и закроют плиткой.
Ремонт в учреждении проводится не только за счет субсидий, но и за счет своих собственных средств, заработанных на платных услугах. Помимо этого мы покрыли лаком второй этаж, паркет второго этажа, паркет третьего этажа. Все блестит и сияет, и паркет готов к новому творческому сезону. И идет большая работа по зачистке колонн на входной группе Дворца культуры. Колонны давно уже потеряли свой внешний вид, потому что плитка, которая была установлена давно, лет 10 назад, она отваливается, и мы приняли решение убрать эту плитку и вернуть прежний вид колонн под покраску. К новому творческому сезону горожан встретит обновленный и сияющий Дом культуры. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. О том, какие меры государственной поддержки могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица, рассказала специалист Центра занятости населения Юлия Шиненкова. Одной из весомых мер поддержки является субсидия за трудоустройство безработного. Чтобы ей воспользоваться, ИП и ООО необходимо трудоустроить безработного гражданина. Программа была запущена еще в 2021 году, и до сих пор она работает, и активно наша организация города этим пользуется. Значит, размер субсидии составляет это сумма МРОТ, увеличенная на районный коэффициент, сумма страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получит через месяц после приема на работу, второй платеж через 3 месяца и третий платеж через 6 месяцев. На субсидию может претендовать любой работодатель, который примет в штат человека, зарегистрированного в Центре занятости. Программа господдержки затрагивает разные категории безработных. Тех, кто был уволен в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Тех, кто был переведен на постоянную работу к другому работодателю, но находится под риском увольнения. Например, отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на неполный рабочий день. Также работодателям полагается субсидия за трудоустройство молодежи, кандидатов до 30 лет, в том числе без опыта работы и выпускников. К участию в программе теперь могут приниматься индивидуальные предприниматели, которые являются сами инвалидами, предприятия-учредителями, которых являются инвалиды, и общероссийские общественные организации инвалидов. В рамках обновленной программы работодатели будут получать господдержку за трудоустройство инвалидов в размере 6 МРОТ. Также напомним, что до сих пор действует программа постановления 362 правительства Российской Федерации, это по трудоустройству других категорий граждан. В размере господдержки остается на уровне 3 минимальных оплат труда, то есть 3 МРОТа. В целях получения субсидий работодателю нужно направить заявление в службу занятости через личный кабинет и единой цифровой платформы «Работа в России», к которому приложить перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство граждан. В этом случае служба занятости поможет работодателю с подбором персонала. По всем имеющимся вопросам или за консультацией можно обратиться к специалистам Центра занятости по телефонам 30635 или 30540. Приближается двойной праздник – День образования Республики Коми и День государственного флага Российской Федерации. 22 августа интинцы отметят его с размахом. В организации торжественных мероприятий, которые пройдут на территории всего Приполярья, задействованы практически все подведомственные учреждения культуры, спорта и образования. Еженедельно в администрации округа проходят совещания. Специалисты досконально прорабатывают организационные моменты. Мы уже готовимся, учреждения культуры, учреждения образования, несмотря на то, что еще детки у нас на каникулах, тем не менее помощь будет, и мы всех ждем на Дне Республики Коми, который уже начнется буквально 18 августа. 18 августа всех мы приглашаем на площадку нашей центральной библиотеки в 3 часа дня. Библиотека представляет уже традиционную программу «Лов Якив. Живое слово», и эта площадка действительно пользуется популярностью
популярностью. Наша библиотека выиграла этот проект в рамках народного бюджета, и теперь мы уже 3-й год проводим эту площадку. И в этом году наших интинцев ждет большой сюрприз. Библиотека у нас выиграла мероприятие, которое будет называться «Открытие детского кукольного театра». И часть программы этого кукольного театра вы увидите на этой площадке, поэтому всех, пользуясь случаем, приглашаю 18 августа в 3 часа дня на площадку Центральной библиотеки. Ну а сам праздник пройдет 22 августа, в день Республики Коми, на Центральной площади, на площади Ленина. В праздничный день каждый интинец может найти развлечения по своему вкусу. Насыщенная культурно-развлекательная программа на площади Ленина будет включать в себя несколько блоков. Для детишек будет работать спортивная площадка. Сотрудники спортшкол организуют для горожан массу состязаний. Интинский краеведческий музей представит передвижную выставку. Специалисты библиотечной системы традиционно разобьют небольшой библиоостров с познавательными играми, викторинами и мастер-классами. Коллектив Центра национальных культур вместе с мастерами и рукодельницами представят на суд зрителей изделия декоративно-прикладного творчества, сделанные своими руками. Всех приглашаем на концертную программу в 2 часа дня. Действительно, мероприятие красивое, очень такое, яркое, массовое. Можно будет сфотографироваться, будет несколько фотозон. Выходит наша библиотека с тематической программой. Программа от нашего Интинского краеведческого музея также будет представлена. И спортивная программа. Интинцы тоже могут себя попробовать на площадке «Самый ловкий и смелый». Поэтому всех приглашаем. Также у нас запланирована выездная торговля. Можно будет полакомиться вкусными вещами. Поэтому всех ждем. Жители отдаленных сельских населенных пунктов и микрорайонов Интинского округа тоже в праздничный день не останутся без внимания. Торжественные мероприятия и концертные программы будут организованы во всех уголках Приполярья. В каждом нашем селе запланированы мероприятия к Дню Республики Коми. Также мы ждем наших жителей микрорайона Южный 22 августа в 16 часов. Только для них на площади перед нашим Домом культуры «Октябрь» пройдет программа. И 23 числа клуб «Железнодорожник» тоже ждет своих жителей на своей площадке. Во время проведения праздничных мероприятий за охраной общественного порядка будут следить сотрудники полиции и народные дружинники. Накануне Дня Республики Коми в Инте пройдут общегородские субботники. Взрослые и дети вместе с коммунальными службами планируют навести чистоту и порядок на общественных территориях.